Ребята, здравствуйте! Мы начинаем урок. Сегодня на уроке, ребята, мы узнаем, как не заразиться эхинококозом. В нашей стране ежегодно тысячи граждан обращаются за хирургической помощью с целью удаления эхинококковых кист. Но в действительности число больных эхинококозом значительно больше, потому что эта болезнь длительное время не проявляет своих признаков. Что такое эхинококоз? Эхинококоз – это болезнь, при которой печень, легкие, головной мозг человека поражаются эхинококковыми кистами, внешне похожими на пузыри. В этих кистах содержатся личинки эхинококка, паразитного червя. Общие признаки заболевания – это слабость, головная боль, в некоторых случаях зуд, отеки и снижение работоспособности. Можно ли вылечить эхинококоз? Вылечить эхинококоз можно. Нужно только своевременно провести обследование. На ранних стадиях назначается лекарственное лечение, на поздних уже необходима операция. Ребята, помните, источником заражения человека эхинококозом является собака. Чтобы предупредить болезнь, прежде всего нужно регулярно обследовать собак на эхинококоз и проводить профилактические обработки. Почему заражение человека эхинококозом происходит через собак? Собака – это то животное, которое живет рядом с человеком. Если собака заражена эхинококозом, она может заразить им своих хозяев и окружающих людей. В организме зараженной собаки личинки эхинококка приобретают половозрелые формы. Когда собака испражняется, вместе с фекалиями она выделяет и яйца гельминтов. Они попадают в почву, в воду, в траву. Ветер может рассеять яйца эхинококка по поверхности любых предметов. Так происходит заражение пастбищного травостоя, водоемов, животноводческих помещений, навоза и других. Нужно чаще мыть руки, потому что человек не видит яйца паразита. Если на поверхности ваших рук имеются эти паразиты, а вы решили покушать, не помыв руки, то они с легкостью могут проникнуть в ваш организм. Обязательно перед едой мойте руки. Нужно пить кипяченую воду, если она взята из открытых водоемов или колодца, потому что яйца эхинококка могут находиться в отдельных водоемах, куда они попадают вместе с фекалиями больной собаки. Нужно всегда тщательно мыть овощи, фрукты, зелень, ягоды перед употреблением. На поверхности овощей, зелени, ягод, фруктов могут находиться яйца эхинококка, куда они попадают при контакте с землей, где может оставлять свои фекалии больная собака. Если вы плохо помыли продукты, то яйца паразитов вместе с ягодами могут проникнуть в ваш организм, и вы можете заболеть. Ребята, надеюсь, что этот урок вам был интересен и полезен.